Русский культурный центр в Турсун-Заде. Исфара. Уличные требования отставки Рахмона. В аэропорту Душанбе пропали 16 проживающих за рубежом граждан. В Турсун-Заде 10 января состоялась торжественная церемония открытия первого в Таджикистане русского культурно-просветительского центра. В мероприятии приняли участие администрация города, представители религиозных, общественных и коммерческих организаций, а также чрезвычайный полномочный посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов. Об этом пишет Азия Плюс. В его реализации приняли участие многие организации и люди. Этот центр будет заниматься популяризацией русской культуры. Население Таджикистана по-прежнему испытывает большую любовь и уважение к России и к российскому народу. Традиционно пытался выдать желаемое за действительное российский посол. В свою очередь, председатель города Парвиз Акрамзода подтвердил, что в скором времени начнется строительство школы с русским языком обучения на 2000 мест. Несмотря на то, что мы живем уже 30 лет в разных государствах, но на самом деле население Таджикистана по-прежнему испытывает большую любовь и уважение к России, к российскому народу. Напомним, что наблюдатели отмечают в последние годы активизацию в направлении внедрения и пропаганды российской культуры в Таджикистане, что по сути является частью традиционной колониальной политики России в странах Центральной Азии. Вторая статья гласит таким образом: языком межнационального общения является русский язык. Русский язык у нас носит конституционную основу. В ночь с 9 на 10 января на севере Таджикистана в стенах подземного перехода у центра рынка города Исфара неизвестные написали лозунги с требованиями отставки президента Рахмона. А уже к утру 10 января власти закрасили все надписи. Об этом пишет новостной портал Бомдот. Как сообщает портал со ссылкой на собственный источник в Исфаре, в воскресенье 10 января у подземного перехода рядом с рынком было много обеспокоенных сотрудников милиции и органов госбезопасности, которые запрещали прохожим снимать на телефон места, где были написаны антиправительственные лозунги. Напомним, что за последнюю неделю это уже второй случай появления подобных лозунгов с требованием отставки президента Эмомали Рахмона в городах Сагдийской области. Так, ночью 3 января на проспекте Шарк, около рынка Паншамбе, в центре города Худжанда, неизвестные написали на стене и тротуаре лозунги с требованиями отставки Рахмона. Наблюдатели на местах отмечают, что данные надписи с требованиями отставки Рахмона сильно обеспокоили местные власти. Примечательно, что так называемая арабская весна, то есть народные революции против арабских диктаторских режимов в начале 2010-х годов, начиналась во многих странах именно с антиправительственных надписей на стенах в общественных местах, оставленных местной молодежью. 16 граждан Таджикистана, которые утром 11 января вернулись на родину из Молдовы, были похищены сотрудниками правоохранительных органов в международном аэропорту Душанбе. Об этом сообщают правозащитники. Как сообщают СМИ, они прибыли рейсом из Стамбула. При этом в МВД заявили, что у них нет информации об инциденте. В то же время 11 января представители МВД Молдовы сообщили, что 16 граждан Таджикистана вылетели из Молдовы в Душанбе через Стамбул. В настоящее время местонахождение этих граждан неизвестно. Директор Бюро по миграции и убежищу при Министерстве внутренних дел Молдовы Ольга Пуалелунги заявила, что 16 граждан Таджикистана были привлечены к административной ответственности за нарушение правил пребывания в этой стране и оштрафованы. По ее словам, вчера, то есть в воскресенье, примечание редакции, эти граждане за свои деньги купили билеты и улетели на родину. Следует заметить, что у таджикских силовиков есть устный приказ о повальном включении в черный список всех граждан, которые проживают в ряде стран, и это Украина, Молдова и Турция. По какой-то причине таджикский режим относит проживающих в данных странах соотечественников к оппозиционно настроенным и, в общем, к инакомыслящим.